В этом году наш университет отмечает 45-летие. Қазақтарда айтады, ел ужаста, ел жаңарады. Ну вот можно сказать, что мы приближаемся уже к рубежу 50-летия, то есть уже наш университет, можно сказать, сменил две эпохи. Ну, во-первых, он был создан во времена Советского Союза, после этого уже целая страна поменялась, значит, мемлекет те өзгерді, ел де өзгерді, біздің сана сезіміміз де өзгерді, но при этом университет сохраняет все традиции, и лозунгом нашего университета является «Ценим прошлое, строим будущее». И поэтому я всегда своим коллегам говорю, поскольку в университете созданы уникальные научные школы, есть уникальная профессура, пока эти люди рядом с нами, нам хочется от них получить их и практический опыт, с ними побольше общаться, их житейская мудрость даже для нас важна. Поэтому, отдавая дань уважения нашим аксакалам, которые внесли огромный вклад в развитие нашего университета, в становление его, хотелось бы из их уст услышать какие-то наставления, возможно, нашим будущим строителям независимого Казахстана. В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 27 августа 1974 года и постановлением ЦК Компартии Казахстана и Совета министров Казахской ССР от 4 октября 1974 года был открыт Алматинский энергетический институт АИИ, третий энергетический вуз в СССР. Торжественное открытие АИИ состоялось в актовом зале КХПТИ в присутствии членов правительства, партийных организаций, ректоров других вузов при переполненном зале. Здесь же объявили о назначении ректором Болотова Альберта Васильевича, и министр Катаев вручил ему символический ключ для открытия Алматинского энергетического института. Сегодня отмечает 45-ю годовщину работы Алматинского университета энергетики и связи. Это для всех. А для меня дата другая. Для меня 50 лет, поскольку с самого зарождения идеи университета я участвовал в ней самым активным образом. И для меня сегодня АУС 50 лет. Вскоре после защиты диссертации мне позвонили из ЦК Компартии Казахстана и сказали, чтобы я никуда не уезжал, и у меня будет прием с первым секретарем Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым. Это состоялось, войдя в приемную, значит, меня встретили помощники, переговорили коротко о целях моего посещения Динмухамеда Ахмедовича и ввели в кабинет. Приветливо встретил, и начался разговор о том, как я общаюсь с ГНТК СССР, как с союзными и республиканскими министерствами, что в итоге получается и какие перспективы, какие у меня впечатления от этих контактов. Я сказал, что в общем все развивается как надо, значит, предприятия понимают то, что мы делаем, и дальше развивается. А на вопрос, какие у меня планы, я сказал, что мне предложили под Москвой создать крупное предприятие и стать его во главе. Динмухамед Ахмедович посмотрел на меня как-то так, потом говорит: а у нас на вас другие планы. Сейчас в Казахстане начала бурно развиваться энергетика. Мы строим электростанции, энергосистемы, подстанции, развивается электрификация промышленных предприятий. Все идет бурными темпами, но круто, не хватает инженерных кадров. И мы бы хотели поручить вам создать институт и обеспечить их подготовку. Ну, я так как-то шутливо это дело воспринял и говорю, что для того, чтобы научить водить трамвай, учат 3 месяца. А тут создать институт как-то не совсем мне это понятно. Значит, он встал, походил немножко, потом посмотрел на меня и махнул рукой и сказал: у тебя получится, соглашайся.
Потом еще поговорили, ну, и когда я уже вышел из кабинета, меня помощники спросили, ну как беседа, до чего договорились? А я говорю, ну надо так надо, согласен. Они сказали, вот и хорошо, а детали мы отработаем. Потом события развивались так. В 1971 году меня избрали заведующим кафедрой по рекомендации ЦК Компартии Казахстана. Меня избрали заведующим кафедрой электроснабжения промышленных предприятий в КАС-БТИ имени Ленина. И вот тут я увидел педагогический процесс впервые. Начал заниматься нагрузками преподавателей, всем этим делом. А в 1973 году меня избрали деканом энергетического факультета, тоже так же. И тут я увидел, что такое факультет, что такое в целом институт. И тогда вот с этого момента я понял точно, что я живу в составе Алматинского энергетического будущего института. Эти вот события, которые прошли, явились ключевым моментом в создании Алматинского теперь университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. Создание третьего вуза в Союзе энергетического профиля было связано с тем, что большое внимание уделялось развитию Экибастузского топливно-энергетического комплекса, и нужно было готовить специалистов под этот комплекс. Вуз внес очень много нового в систему высшего образования, был разработчиком различных нормативных актов в системе высшего образования. В 1989 году, значит, институт стал победителем социалистического соревнования среди технических вузов Казахстана. И ему было вручено переходящее красное знамя Министерства образования, которое затем было оставлено на вечное хранение. Институт первым в республике и в числе небольшого количества вузов Союза, который прошел в 1989 году государственную аттестацию. Это знаковое было признание достижения нашего института. С самого начала институт был вузом, в котором велась подготовка специалистов по энергетическим направлениям. Но по мере развития своего стали появляться специальности других направлений, и прежде всего телекоммуникации. Поэтому уже в 1996 году в институте готовились специалисты в области энергетики, телекоммуникаций, информационных технологий и многих-многих других направлений. Мы первый вуз в республике, который прошел путь разгосударствления государственного вуза. Министерство нам сказало, покажите, может ли негосударственный вуз жить в условиях самофинансирования и самообеспечения. И своей работой мы это доказали. И это привело к тому, что наши студенты очень гордились тем, что они являются студентами АОС. Это большое достижение. Студентов в основном привлекали тем, что давали новые идеи, новые задачи, новые решения, возможности. И еще немаловажно то, что все у нас, вот эти все исполнители, работники электрических станций с удовольствием помогали студентам для развития этих данных, получать какие-то результаты. И, в общем-то, можно сказать, что примерно половина всех вот этих внедрений были внедрены с помощью студентов. Первое и самое главное, это, конечно же, подготовка кадров для энергетики и связи Казахстана. Нет ни одного значимого энергопредприятия от Бухтарминской и Шубинской ГГС на востоке до Атрау-Энерго, до Мангостау, где бы не работали наши специалисты. Они занимают ведущие позиции во всех этих предприятиях.
предприятиях. Наши научные проекты теплоэнергетиков внедрены на всех тепловых объектах Казахстана. Электроэнергетики – это проекты по КИГОК, проекты по электрической части станций, по всем сетям Казахстана, проекты по регулируемым электроприводам и так далее. Съемки в лаборатории техника высокого напряжения. Эта лаборатория, она особенная. Такой подобной лаборатории с такой мощью, где наши генераторы импульсных напряжений могут создавать напряжение почти как молнии, то есть до 1 000 000 вольт, нет практически таких установок в высших учебных заведениях по всему Казахстану. Эта лаборатория на сегодняшний день, о ней много знает. Часто приходят к нам специалисты с КИГОК по изучению потерь на корону. Поэтому использование этого оборудования на сегодняшний день актуально, это наша гордость. Эта лаборатория позволяет нам готовить специалистов для большой энергетики, скажем прямо. Результаты обучения, они наяву, и история вот эта длительная показывает, что мы есть, существуем, и дальше не собираемся, значит, стоять на месте, то есть движение только вперед будет. История нашей кафедры начинается с 1981 года, когда была создана кафедра радиотехника и связь. Народному хозяйству Казахстана были остро необходимы кадры в области связи. Следует отметить, что наш вуз является первым начал подготовку специалистов в области связи. В 90-е годы прошлого века началось интенсивное развитие телекоммуникаций. Появились новые технологии, такие как интернет, мобильная связь. Рынок труда требовал специалистов с новейшими знаниями и навыками. Наш вуз ответил на эти вызовы времени тем, что мы открывали новые лаборатории, оснащали их, несмотря на трудное время, поднимали квалификацию профессорско-преподавательского состава. Университет по-прежнему уделяет большое внимание оснащению лабораторной базы, повышению качества обслуживания, привлечению опытных специалистов с большим стажем работы, зарубежных ученых. Мы имеем связь с университетами Великобритании, Италии, России, Латвии, Белоруссии и так далее. Очень много у нас зарубежных партнеров. Университет имеет мощную лабораторную базу. У нас 11 лабораторий. Очень много оборудования и стендов обучения технологиям мобильной связи. Все эти лаборатории у нас предназначены для обучения студентов и для проведения научно-исследовательских работ. Профессорско-преподавательский состав у нас занимается изучением новых технологий, таких как 5G, интернет вещей, Big Data, искусственный интеллект. В работе принимают участие докторанты и магистранты нашей кафедры, привлекаемые студентов старших курсов. Раньше в советское время было построено 2 корпуса, потом в 90-е годы 3-й корпус не могли построить, здесь был построен нулевой цикл, то есть фундаменты, а потом осталось это, в общем-то, знаете, что такое 90-е годы. Но усилиями Даукеева, Умарбека, его, ну, будем говорить, командой построен вот этот прекрасный корпус. И плюс к этому актовый зал на 300 с чем-то человек. Никогда этого у нас не было, мы всегда в большой аудитории проводили мероприятия. Построен спортивный зал шикарный, он для мини-футбола и для баскетбола, то есть соответствует международным стандартам. И вот с площадкой. В 2008 году у нас все-таки было принято решение создать свой журнал. Во-первых, для того, чтобы наши ученые могли публиковаться,
наши аспиранты, ну а позже это магистранты и докторанты, могли публиковать свои результаты своих научных исследований. Значит, сейчас наш журнал пользуется достаточной популярностью. У нас высокий рейтинг в Казахстане. То мы занимаем среди университетов и среди журналов технического направления. По рейтингу занимаем где-то 3-е место, причем мы его уже несколько лет удерживается. Обращаются к нам и из других университетов. Вот, публикуются в нашем журнале и зарубежные, ну, в основном, конечно, это ближнее зарубежье, россияне и другие страны СНГ. То такие публикации у нас есть. Значит, если печатая, то есть журнал выходит или принимает публикации на 3 языках, на казахском, на русском и на английском языке. То есть можно подавать в любом из этих языков. Важно для нас на настоящее время улучшить условия обучения, помочь обучаться выпускникам казахской школы. Потому что я понимаю, что это язык государственный, и выпускников таких школ будет все больше и больше. В чем разница обучения в школе и в вузе? В школе предметы давно обеспечены учебниками, а в вузе это очень трудно сделать, потому что предметов очень уж много. Для примера, только на нашем факультете, теплоэнергетическом, на одном факультете 52 предмета обучаются. Представляете? Поэтому в этом направлении надо специально идти, целенаправленно эту работу надо делать. Нельзя так просто опускать. Там, вот студент сам пойдет. Давайте так. Не будем требовать, чтобы студент был героем. Нам достаточно, чтобы он был старательный. Начали со словаря, вот, который мы показывали, телега арба, а потом начали искать, а где толкование? Тот сделал 2-ю партию книг. Это назвали мы энциклопедией. Туда собрали общие термины, которые в энергетике есть. Ну да, часто мы собрали 8000 терминов. И к ним написали толкование. Опять-таки, у нас главная идея, чтобы было удобно пользователю, не автору, как многие пишут для себя, удобно для пользователя. Почему такое удобно пользователю? Скажем, ты русскоязычный, для тебя сделан по русскому алфавиту. Он казахскоязычный, ему сделан на казахском алфавите. Она у нас англоязычная, ей на английском латин сделан. То есть каждый свой термин быстро находит. Вот такой по этому принципу пошли. И поэтому мы начали писать учебники на 2 языках. Совмещать. Вот часто вот этот учебник стоит, я покажу поближе. Вот снабжение тепловой энергией. Смотрите, открываем. С этой стороны текст на русском, рядом идет синхронный на казахском. То есть, что не понял, заглянул, посмотрел. Таким образом, мы постарались в университете создать все условия для облегчения обучения выпускников казахских школ. А их каждым годом все больше и больше. Преподавателям молодым я хочу пожелать, чтобы они сохраняли все те традиции, которые у нас существуют, учились у старшего поколения, в дальнейшем развивали, на новый уровень выводили наш университет. Университет в 1997 году получил статус некоммерческого акционерного общества. Это был единственный специализированный вуз, негосударственный вуз. Ректором был назначен Гумарбек Даукеев. И в течение 17 лет он бессменно руководил этим университетом. И, несомненно, вклад его в развитие этого университета, он просто грандиозен, можно так сказать, потому что это времена перестройки, сами помните, когда были сложные времена и с материальным обеспечением, и с набором студентов. Это тот период, когда был и демографический спад. При этом, значит, сохранить университет, причем не просто сохранить, а завоевать огромный авторитет на нише образовательных услуг, тогда уже рыночные отношения начались. И когда этот вуз был конкурентоспособным и всегда был на слуху, причем этот университет всегда позиционировал себя и на самом деле является таким, как вуз, свободный от коррупции. Его всегда таким знали. И я думаю, что это несомненная заслуга Гумарбека Даукеева. Поэтому в 2019 году общим собранием акционеров было принято решение о присвоении Алматинскому университету энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. Базовые основы нашего университета – это, конечно же, академическая честность, это высокое качество подготовки, высокие знания и активная вовлеченность в научные проекты, востребованные реальным сектором экономики. На самом деле мы для студентов создали несколько площадок. Это, во-первых, у нас есть молодежный центр Intel, где они тоже по интересам собираются. Во-вторых, у нас есть
можно сказать, такой коворкинг-центр и бизнес-инкубатор. И мы предоставляем эти площадки для них, естественно, на бесплатной основе. Вообще говоря, наши студенты очень активные, очень веселые, очень жизнерадостные, как это и положено быть, вообще говоря, студентам. В университете действует порядка 30 клубов. Это и танцевальные клубы, это и самодеятельности клубы, это и благотворительные клубы. И клубы есть такие по интересам, как шахматный клуб, там, английский клуб, лига КВН, у нас есть и казахская, и русская лига КВН. В прошлом году мы создали домбровый ансамбль. Ежегодно, это традиционно, проводится студенческая весна, мисс АОС, мистер АОС. Кроме того, у нас есть городской конкурс песенного творчества, выезды в горы, волонтерское движение. Поэтому студенческая жизнь здесь бурлит. На сегодняшний день мы на самом деле ставим задачу другую, чтобы наши выпускники не просто были трудоустроены, а чтобы они сами по окончании создавали рабочие места. И вот мы на это ориентируем наших студентов, поэтому в наших учебных планах появились такие дисциплины, как предпринимательство, лидерство, где мы даем какие-то основы ведения бизнеса, основы ведения даже финансовой отчетности, налоговой отчетности, потому что на сегодняшний день это очень важно. При открытии там даже небольшого индивидуального предпринимательства или какой-то ТОшки. То есть университет на сегодняшний день на рынке образовательных услуг Казахстана в жесткой конкурентной борьбе, я считаю, что занимает лидирующие позиции. Долгосрочная стратегия, в которой мы приняли, значит, ориентир, как трансформироваться в исследовательский университет, и мы на это нацелены. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы каждый преподаватель у нас занимался научными исследованиями. Это помимо того, что его компетенции повышаются, помимо того, что он вовлечен во все процессы развития экономики страны, кроме того, это все-таки дополнительный стимул и мотивация для дополнительного заработка, помимо преподавательской деятельности. Значит, кроме того, наше видение – это все-таки ведущий технический вуз Центральной Азии. И я думаю, что на сегодняшний день мы, в принципе, этого уже, можно сказать, на 50% достигли.